Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Завтра пройдет второй тур выборов президента Абхазии. О подготовке и о правилах голосования расскажут наши корреспонденты. Спикер парламента Лаша Ашубов провел встречи с международными наблюдателями, прибывшими на выборы. Третью партию школьных автобусов, подаренных Россией, распределили по районам Абхазии. Уже завтра, 1 марта, состоится повторное голосование по выборам президента Республики Абхазия. На высший государственный пост в стране претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом туре. О готовности избирательных участков и о правилах голосования в материале Гугуцы Вардани. Считанные часы остались до начала второго тура президентских выборов в Абхазии. На 152 участках по республике идет подготовка к важному дню – избранию главы государства. И чтобы ваш бюллетень оказался действительным, а выборы состоялись, необходимо знать о правилах процедуры голосования. Первый тур на первом избирательном участке 5-го округа прошел без нарушений. Однако, по словам членов и председателя участковой комиссии, 27 бюллетеней оказались недействительными. Это были те бюллетени, где либо вычеркнули всех кандидатов, либо никого не вычеркнули, либо нет ни одной отметки в квадратике. На этот раз в избирательных бюллетенях будет всего 3 графы. В 2 из них указаны имена кандидатов в президенты, участвующих во втором туре президентских выборов. И 3-я графа «Против всех». Каждая графа заканчивается квадратом. Действительным считается тот бюллетень, в котором в одном квадрате стоит хотя бы какая-то пометка. Желательно галочку, только один квадрат. Если в 2 квадратах стоят какие-то пометки или ни в одном квадрате нет ни одной пометки, этот бюллетень будет признан недействительным. По результатам первого тура президентских выборов по всей стране была зафиксирована высокая явка избирателей. На этом участке проголосовали около 1000 человек. Всего должны были проголосовать 1402 гражданина. Мы призываем всех наших избирателей прийти проголосовать за одного из кандидатов. Я, как председатель комиссии, прошу не голосовать против всех, потому что эта графа будет приплюсована к голосам против каждого кандидата. И тогда у нас выборы могут не состояться. Нам надо определиться, проголосовать за того или другого кандидата. Камерой видеонаблюдения, вот вы можете посмотреть, с 2022 года, когда были выборы в парламент, нам система установила камеру видеонаблюдения. Сама система может наблюдать в прямом эфире, она работает, можно смотреть, и поэтому у нас все очень открыто, очень доступно. Вы видите, что кабинки не закрыты с одной стороны, потому что не разрешено фотографирование. Урны тоже прозрачные, мы их утром опечатаем. То есть очень все доступно и очень все открыто. У нас не было никогда ни одного замечания, и я надеюсь, что завтра тоже не будет. Также о правилах голосования можно узнать больше из этого видеоролика, который все это время несколько раз в день транслируется на канале абхазского телевидения. 1 марта, в день голосования, выборы пройдут по следующим правилам. Голосовать можно паспортом гражданина Республики Абхазия образца 2016 года в том избирательном участке, где вы прописаны. В день голосования на избирательном участке вы получаете от избирательной комиссии бюллетень для голосования. В бюллетене вы ставите отметку в поле для голосования, расположенным справа от фамилии кандидата или строки «Против всех». Заполненный бюллетень опускаете в избирательный ящик. Если у вас есть паспорт гражданина Республики Абхазия образца 2016 года, но нет прописки, вы можете проголосовать. Но для этого нужно лично обратиться в Центр избирком Республики Абхазия до 1 марта включительно, где вам по вашему заявлению выдадут удостоверение на право голосования. Это даст вам возможность голосовать на том участке, который вы выберете.
Телефон для справки 226 96 93, адрес город Сухум, улица Конфедератов, 37. 1 марта 2025 года состоятся выборы президента Абхазии. В них имеет право участвовать каждый гражданин, достигший 18-летия. Граждане могут проголосовать на своем избирательном участке по месту прописки с 8 утра до 8 вечера. 2 избирательных участка для граждан Абхазии будут открыты в Москве и Черкесске. Гугут Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение. Российская сторона по приглашению Сухума направляет своих наблюдателей за повторным голосованием по выборам президента Абхазии, заявила на брифинге 27 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Абхазии, которую связывают с Россией давние дружеские отношения. Исходим из того, что 1 марта каждый гражданин получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата. Процесс волеизъявления будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка. А результаты будут признаны всеми политическими силами, сказала Захарова. Исполняющий обязанности президента Валерий Ганба принял почетного гражданина Абхазии, российского политического и государственного деятеля Сергея Бабурина. Сергей Бабурин является независимым наблюдателем на выборах президента Абхазии. Он поделился впечатлениями об организации выборов на высший государственный пост. Валерий Ганба поблагодарил Сергея Бабурина за оказываемое внимание политическим процессам в Абхазии. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с международным наблюдателем Сергеем Бабуриным. Лаша Ашуба выразил ему благодарность за неизменную поддержку Абхазии. Вы наблюдали за ходом выборов в первом туре, приехали в качестве наблюдателя на второй, что мы очень ценим, сказал Ашуба. И в соответствии с этим рады вас вновь приветствовать в Республике Абхазия. Вы наблюдали за ходом выборов в первом туре президентских выборов, приехали в качестве наблюдателя на второй тур. Для нас это чрезвычайно важно, учитывая историю ваших личных взаимоотношений с руководством Республики Абхазия во все времена нашей новейшей истории. Поэтому хотим от лица Народного собрания парламента Республики Абхазия, от себя, конечно же, от народа Абхазии выразить вам благодарность за ваше неизменное отношение к нашей республике и политическим процессам, которые происходят внутри Абхазии. Народ Абхазии, опираясь на свои культурные, исторические ценности, способен провести выборы так, чтобы воля народа была зафиксирована, демократически, в соответствии со всеми абхазскими законами, международными принципами. И я искренне надеюсь, что кто бы ни победил из кандидатов, по итогам голосования произойдет консолидация абхазского общества. Я верю, что у второго кандидата, у соперника хватит политического мужества и ответственности согласиться с волей избирателей. Это очень важно. Это очень важно. И я не буду говорить от лица России, я не официальное лицо. Но от лица российских друзей Абхазии я желаю вам успешных решений не только в выборы, но и после выборов. Спикер парламента Лаша Ашуба встретился с членами делегации Общественной палаты Российской Федерации, которые будут участвовать 1 марта в качестве международных наблюдателей на выборах президента Абхазии. Затем представители Российской Общественной палаты приняли в Общественной палате Абхазии. Алика Трапш расскажет детали. Приветствую делегацию Общественной палаты Российской Федерации, принимающую участие в повторном голосовании на досрочных выборах президента Абхазии в качестве международных наблюдателей. Спикер парламента Лаша Ашуба поблагодарил гостей за приезд, отметив, что их миссия очень важна. Сегодня присутствовать в качестве международных наблюдателей на выборах президента Республики Абхазия. Это чрезвычайно важно для нас, для народа Абхазии. Мы знаем ваши тесные связи с Общественной палатой Республики Абхазия, знаем все практически о вашем сотрудничестве и хотим в очередной раз выразить вам благодарность за то, что вы поддерживаете
такие отношения с нашей общественной палатой. Глава наблюдательной миссии делегации Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов поблагодарил Лашу Ашуба за приглашение, отметив, что их главная задача – обеспечить международное наблюдение на избирательных участках. Общественное наблюдение, партнерское, дружеское общественное наблюдение, не предусматривающее никакого вмешательства в политические процессы и внутренние дела, это в том числе и уверенность избирателей в том, что все процедуры идут так, как это предписано законодательством, и в целом, конечно, снижает в том числе и недоверие и к власти, и избирательным процессам. Также делегация Общественной палаты России встретилась со своими абхазскими коллегами. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичпа, приветствуя гостей, отметила важность их присутствия на электоральных процессах Абхазии. Но я думаю, что это очень важный этап сейчас мы проходим в Абхазии. У нас всегда выборы очень такие напряженные, как, наверное, везде. Тем более сейчас в мире происходит очень много непростых всяких ситуаций. Абхазия всегда оставалась в рамках такого правового поля. И это надо учесть. И мы только 30 лет, это для истории не такой большой период становления государственности и по пути демократии. Наверное, мы всему этому учимся. И, конечно же, в этом большая роль, огромнейшая роль наших коллег с Российской Федерации, в частности, Общественной палаты, с которой мы с 2009 года тесно наши отношения по нарастающей. Александр Асафов рассказал, что Общественные палаты Абхазии и России связывают долгие дружеские отношения, и их приезд в Абхазию не случайен. Выполняя общественное наблюдение на выборах, главная задача наблюдателей – обеспечить максимальную прозрачность хода голосования, отметил глава наблюдательной миссии Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов. Все процедуры должны идти максимально по закону, в таком добром намерении, в дружеском общении. Конечно, то, что мы можем поделиться опытом в Республике Абхазия, рассказать о нашем опыте международного наблюдения, рассказать о нашем опыте на выборах президента Российской Федерации. В прошлом году мы в 2024 году, в марте месяце, наблюдали на выборах президента. Это важно, поскольку нам всегда есть о чем поговорить. Члены Общественной палаты Абхазии отмечали важность присутствия российских коллег в качестве наблюдателей на выборах президента Абхазии. И для нас важно, когда конкретно российские наблюдатели, приезжая в Абхазию, чтобы видели, что плоды той работы, того, безусловно, ответственного шага с российской стороны по признанию абхазской независимости, чтобы видели эти плоды, как страна развивается, насколько открыты, честны и прозрачны все процессы, которые проходят в Абхазии. Спасибо вам за это. В завершении встречи стороны выразили надежду на то, что выборы президента Абхазии пройдут в спокойной обстановке и с соблюдением закона. Альга Трапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В качестве международных наблюдателей на выборы президента Абхазии приехали и депутаты парламента Братской и Южной Осетии. Дорогих гостей принял спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Во встрече также участвовал вице-спикер парламента Фазлыби Авицбан. В состав юго-осетинской делегации входят председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дрияев, председатель комитета по строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Иван Сланов, заместитель председателя комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Гаглоев. Республика для нас очень важно, что народ Осетии, власти Осетии участвуют в выборах, сопереживают нашей республике. Но, с другой стороны, по-другому и быть не могло, потому что у нас одна судьба, одно видение жизни и одни перспективы, что называется. Поэтому мы очень рады вас приветствовать вновь на выборах президента. Хотели бы поблагодарить за то, что вы осуществляли наблюдение за выборами в рамках первого тура выборов. Знаем, какую информацию вы дали из СМИ и сообщили в республике, поэтому мы надеемся, что и во втором туре у нас все будет благополучно, выборы пройдут в соответствии с законом. Мы с удовольствием приехали принять участие в выборах
президента Республики Абхазия в качестве международных наблюдателей. Мы сделаем все, что должны делать международные наблюдатели. Мы тогда тоже очень много прошли участков, сделали свою работу, оценили. Никаких нарушений мы не наблюдали, особенно там, где мы находились. Народ нас принял тепло, куда мы только не проходили. Все говорят, Астина – это наши братья. А мы в ответ, абхазы – это наши братья. Спасибо еще раз, спасибо за приглашение. Еще, пользуясь случаем, передать привет и пожелания теплые от нашего спикера Павла Маргиева Павла Таниловича. Третью партию школьных автобусов, подаренных Россией, распределили по районам Абхазии. Акция реализована при поддержке первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко во время его визита в Абхазию. 10 автобусов модели «Газель Next» передали районам. Первая партия из 20 автобусов для школ Абхазии поступила 11, вторая – 20 февраля. Автобусы предназначены для эксплуатации в различных дорожных условиях. Школьники нашей страны смогут комфортно передвигаться из учебного заведения на различные мероприятия или домой. Такой значимый подарок сделан Советом Краснодарского регионального отделения общественного движения «Россия молодая». Первая партия из 20 автобусов для школ Абхазии поступила 11 февраля, а вторая – 20-го. В соответствии с достигнутыми договоренностями между Российской Федерацией и Республикой Абхазия мы продолжаем развитие образовательной системы республики, содействуем в ее совершенствовании, в том числе в развитии инфраструктуры образовательных учреждений. Буквально за последние недели мы уже передали в школы Республики Абхазия 120 интерактивных панелей, также 22 мобильных компьютерных класса. И с радостью наблюдаем, что уже данное оборудование активно используется среди учащихся и преподавателей в школах Республики Абхазия. А сегодня мы привезли, передаем к уже 30 имеющимся школьным автобусам еще 10. И очень рассчитываем на то, что данное количество транспортных средств для школ решит проблему, связанную со сложностью логистики. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи в Москве министров просвещения Абхазии и России Инала Габлия и Сергея Кравцова. Инициатива была поддержана первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В автобусах 22 пассажирских места. По словам министра просвещения Инала Габлия, потребность в транспорте для школьников закрыта. Сегодня мы празднуем этот день, в эту замечательную погоду. Дополнительно 10 автобусов прибыло в Абхазию, и мы распределим эти новые транспортные средства практически во все районы республики. Это Карчальский район, Гудаутский район, Гагрский, город Сухум, Гулрыбский район, Гальский район. Поэтому вся республика сегодня рада. Дети очень ждут, как отметил директор самой старой школы республики в селе Укум. Это, конечно, большая радость для них, потому что в селе особенно сложно передвигаться, транспортная доступность часто тяжела. И детям, конечно, будет большим подспорьем и радостью передвигаться на таких замечательных автобусах. Такому значимому событию рады сами учителя. По их словам, теперь у школьников нет никаких преград, чтобы добраться до учебного заведения в нужное время. А самый главный аспект данного автотранспорта – это безопасность и комфортное передвижение детей. Двигаемся вперед с вашей помощью, с вашей целью. Россияне, огромное вам спасибо за все. Дети как радовались вчера, вы не можете себе представить. Когда мы ноутбуки привезли в школу, я не скажу, что у нас не было их, но это же система новейшая, Дети были очень радостные. У нас есть такие очень хорошие дети. Абхазо-российское сотрудничество по самым разным направлениям будет продолжаться и в дальнейшем. Ульяна Рожкова, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Российская автономная некоммерческая организация «Содействие развитию международного сотрудничества Евразия» передала в дар школам Абхазии более 600 клавиатур с абхазской раскладкой. Акция стала возможной благодаря договоренности делегации Минпросвещения Абхазии с руководством Евразии на площадке Центра знаний «Машук». Организация преследует цель укрепления взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. В моей практике, к сожалению, в школе, где я учился, таких возможностей не было. Но в сегодняшнее время мы видим, что и оснащение мобильными компьютерными классами идет в образовательных учреждениях Республики Абхазия. И, конечно, дополнительно получение таких возможностей будет хорошим подспорьем как и для учеников, так и для учителей, потому что я думаю, что это и руководством школ будет использоваться в делопроизводстве. Конечно же, мы по всем районам республики распределим. Это будут иметь и школы, и интернаты. И, конечно же, если будет необходимость, то и детским садам, может быть, руководство детского сада. Наше сотрудничество начинает с клавиатуры, но у нас большие проекты, то есть у Министерства просвещения Республики Абхазия и Евразии. Это и дружба между классами, то есть классы побратимы, это и участие в Евразии в брендировании классов, коридоров и образовательных учреждений. То есть мы с последующим наше руководство уже обсуждали возможность подписания соглашения о сотрудничестве. Мы привезли более 600 клавиатур. У нас планируется и дальнейшее сотрудничество. У нас есть много образовательных, научных, культурных проектов. Есть и классная дружба, и территория детства, все, что может касаться образования, спикеров по обмену опытом. То есть мы вот с коллегами как раз обсуждаем это. Если вдруг клавиатуры не хватит, мы обязательно сделаем еще. В администрации Сухума прошло заседание градостроительного совета. На повестке дня вопросы строительства зданий, проекты которых поступили в администрацию. Главная задача – не разрушать облик культурного наследия столицы. Почему мы обратились непосредственно к нашим коллегам для того, чтобы определить границы значимой исторической части, которая составляет лицо города, что со стороны моря, что со стороны центральных улиц. И я думаю, что мы должны серьезнее относиться к этому вопросу. И любой архитектурный облик может быть либо испортить окружающую застройку, либо его подчеркнуть. Те здания, где вы планируете вот эти вещи, да, то есть фактически фоном там объектов историко-культурного наследия нет. Да, то есть они находятся в стороне. Все остальное у нас вот эта центральная часть. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни 1 и 2 марта в Абхазии ожидается облачная погода. В субботу в предгорных и горных районах возможен мокрый снег. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью -1 +4, днем 3-8 градусов тепла. Температура морской воды +8 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.